В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Грузоподъемность ледовых переправ снизят в конце марта в республике. Последний день Масленицы и прощенное воскресенье празднуют православные в России. Более 10 миллионов рублей собрал фильм якутского режиссера Дмитрия Давыдова «Пугало» в российском прокате. Исследования вакцины от коронавируса «Спутник Ви» на пациентах с онкологическими заболеваниями начались в России. Отмечается, что препарат не имеет противопоказаний за исключением случаев, когда пациент проходит химиотерапию. Кроме того, по словам разработчика, прививку спутником Ви противопоказано делать людям с тяжелыми аллергическими осложнениями наподобие отека квинки, чтобы у человека после вакцинации не случился анафилактический шок. Полный курс вакцинации прошли свыше 32 тысяч якутян. Первый компонент препарата получили 55 132 человека. В республику поступило 56 412 доз вакцин. Из них использовано более 98%. 37 новых случаев коронавируса выявили за сутки в республике. На Якутск приходится 25 случаев. 4 заболевших обнаружили в Чурапчинском районе, 3 в Мирнинском, 2 в Усть-Алданском районе. Также по одному инфицированному зарегистрировали в Алданском, Амгинском, Татинском районах. За сутки лаборатории республики провели 1826 исследований на COVID-19. В начальной школе Ленска завершился капитальный ремонт. И уже с начала следующей четверти ученики с 1 по 4 классы вернутся в родные школьные стены. Светлана Балеева отправилась в экскурсию по обновленному зданию. Ремонт начальной школы длился более года. И, наконец, сегодня состоялась приемка здания после реконструкции. Светлые просторные коридоры, новые классы, столовая, спортзал. Везде еще пахнет свежей краской. Но самое главное – нет запаха канализации. Самый больной вопрос в старой школе, начальной школе, был запах. Запах канализации. Поменяли полностью всю канализацию. Поменяли полностью потолки, подвесные потолки сделали. Мы не хотели утяжелять, не прибивали гипсокартон и настоятельно об этом говорили, что только подвесные потолки должны сделать. Стены все тоже гипсокартоном, ровненькие, аккуратно, с любовью все выкрашено. Установлена новая вентиляционная система, произведена полная замена системы отопления и электроснабжения. Реконструирована столовая, закуплено и новое оборудование для нее. На полу частично уложен линолеум, в некоторых помещениях выложена напольная плитка. Сегодня прежнюю школу уже не узнать. Она приобрела облик современного учебного заведения. Здесь все предусмотрено для удобства детей. Оборудование мы закупили сюда, стульчики. Оборудование полностью поменяли в кабинете информатики, вы видели. Значит, шкафы новые тоже закуплены. Металлические стеллажи для кабинета библиотеки. Дети ждут, они говорят, когда мы пойдем в свою маленькую родную школу. Я думаю, родители будут довольны, и дети будут довольны. Во время экскурсии по обновленной школе высокие гости смотрели каждый класс, ознакомились с современным оборудованием. Глава района посидел за партой учителя, отметив, что парты очень удобные. В одной из рекреаций гостям продемонстрировали приобретенные умные светофоры и дорожные знаки. На реконструкцию школы из районного бюджета было выделено 46 миллионов рублей. Подрядчикам нам маленько не повезло. Там было 3 подрядчика. Работы, конечно, затянулись очень надолго. Но, в принципе, сегодня все работы закончены, сданы, но сегодня мы ведем работы противоизолированных подрядчиков. Ну, сегодня мы обошли с вами, посмотрели, да, ремонт достойный, школа очень хорошая, детишки сейчас придут на четвертый квартал, придут уже сюда, на учебу сюда. Я думаю, сейчас мы пообщались с директором школы, на самом деле она тоже довольна. Ремонт в помещении, изначально приспособленном под школу, не проводился с момента его строительства, а точнее более 50 лет назад. Здание давно устарело и находилось в аварийном состоянии. Но теперь юные ленчане и их учителя стали хозяевами настоящего храма знаний – трехэтажной красавицы школы с просторными коридорами и кабинетами. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Денис Семенов, Ленск. Поэтапное снижение грузоподъемности ледовых переправ в республике начнется с 26 марта. В первую очередь планируется запретить проезд автомобилей общей массой свыше 30 тонн по автозимнику Якутск-Нижний Бестях. С 1 апреля также начнется поэтапное снижение грузоподъемности через реки Вилю и Алдан на федеральных автомобильных дорогах Вилю и Колыма.
Сроки снижения грузоподъемности ледовых переправ могут быть скорректированы в зависимости от фактического состояния ледового покрова и погодных условий. Автодороги Кобя и Сангар открыли для проезда транспорта с максимальной грузоподъемностью до 30 тонн. С 12 марта проезд возобновили на участках Сангар, Ситте, Батамай, Булус в Кобяйском и Намском районах и Асыма, Бяскюэль, Кобяй, Сангар с подъездом к аэропорту в Кобяйском районе. Напомню, движение было ограничено 11 марта в связи с ухудшением погодных условий. Деловая игра мэров в 9-й раз состоялась в Якутске. В течение 2 дней 40 участников соревновались на площадке пространства коллективной работы «Точка кипения Якутск». В игре боролись 4 команды со смешанным составом из числа студентов, представителей молодежных общественных организаций, молодых специалистов, работающих в разных сферах. Отмечу, что благодаря игре мэр в столице республики реализовано множество идей, инициированных молодежью. Один из наглядных примеров – проект мониторов на автобусных остановках, оснащенных программой отслеживания прибытия автобусов и кнопками быстрого реагирования. В Северо-Восточном федеральном университете Международный центр обеспечил международный прорыв. С подробностями Екатерина Винокурова. Одно из важнейших открытий Северо-Восточного федерального университета в продвижении IT – Международный центр Future Skills создает возможности для профессиональной ориентации, ускоренного обучения новым профессиям и компетенциям, соответствующим стандартам отрасли. Сегодня центр состоит из IT-кластера, инжинирингового кластера и проектного офиса. В планах открыть еще 2 – мануфактурный и креативный. Мы не создаем, например, узкоспециализированных инженеров, мы также им, например, добавляем различного рода IT-специальности, IT-направления, то есть чтобы они были гибкими специалистами, именно создавали таких специалистов, которые могли бы работать в любой сфере. Мы первые, например, по России из образовательных учреждений лидируем в области образовательных технологий. Также у нас в прошлом году 2-е место занял в мире наш участник именно WorldSkills по BIM-технологиям. Сегодня центр работает над десятками инженерно-технологических проектов. Один из таких – экипировка для работ на холоде. Она же прототип космического костюма, который идеально соответствует климатическим условиям Якутии. Этот костюм предназначен для работы в холодных условиях. Сканирование местности обеспечивает нашлемная камера и камера на планшете. Также рабочий, вместо того, чтобы у него будут заняты руки, например, при обычной съемке, так у него руки свободны, он может, например, смотреть уже в режиме онлайн на планшете то, что он отснял, делать какие-то поправки, изменения. Шлем позволяет работать в холодных условиях благодаря специальному нагревателю на аккумуляторной основе. И самое главное, здесь будет находиться фильтрационная установка. То есть в условиях, например, загрязнения, скажем, частичками пыли или небольших токсических загрязнений, например, этот шлем нагнетает чистый воздух внутрь шлема. Он благодаря этому не запотевает ни в холоде, ни в жару и обеспечивает именно удобство переноски работы рабочего, например, или инженера на стройке, на объекте, с незанятыми руками. Сейчас мы можем, например, поговорить с Денисовым Артемом. Он тоже является ведущим инженером IT-кластера. Он вам расскажет именно, как создаются 3D-модели. Перед нами получается пресс-форма для изготовления пыльника для шуруса. Любители автомашин вообще покопаться в них знают его под таким народным названием, как граната. Но на пыльник для гранаты. И я сейчас пока занимаюсь разработкой пресс-формы. Если присмотреться, то эта пресс-форма сама в общем сборе и как она вообще выглядит. Во время пандемии Центр Future Skills обеспечивал средствами индивидуальной защиты на безвозмездной основе не только медиков, но и экипажи скорой помощи, лаборатории эпидемиологии МВД, вахты, а также технические службы. Инженерами была создана сеть производства СИС. Когда была острая нехватка именно индивидуальных средств защиты, мы создали сразу, как смогли, на нашем оборудовании, на наших производственных мощностях 1500 визоров. Мануфактурный кластер, который мы планируем именно открыть у нас в Северо-Восточном федеральном университете, он бы решил, например, большинство вопросов именно по обеспечению не только СИЗов во время пандемии, но и, например, рециркуляторов, рекуператоров, например, очищенного воздуха.
С появлением Международного центра высоких технологий лидерства СВФУ в Дальневосточном федеральном округе и по миру в компетенциях будущего стало бесспорным. Команда FutureSkills подготовила уникальные и конкурентоспособные решения для создания мощной инженерной школы на Дальнем Востоке. Прощенное воскресенье сегодня отмечают православные в России. В этот день в храмах проводят службы. Считается, что сегодня нужно усердно творить добро, просить прощения у всех, кто обидел, и самому искренне отпускать обиды. Дата празднования дня меняется каждый год и зависит от того, на какое число выпадает Пасха. Завтра начинается Великий пост, поэтому сегодня последний день, когда можно употреблять в пищу яйца, молоко, сыр, масло и сметану. Также прощенное воскресенье завершает Масленицу. В этот день заканчиваются торжественные проводы зимы и сжигают чучело. Последний день Масленицы отмечают и жители города Якутска. Однако в связи с эпидемиологической ситуацией в этом году массовые гуляния были отменены, поэтому традиционного сожжения чучела горожане не увидят. Тем не менее, администрация Ледового городка решила порадовать своих посетителей и организовать небольшой концерт с участием артистов ДК Кулаковского, танцевальных коллективов и конкурсов. Также не обошлось и без бесплатной раздачи блинов и напитков. Решили выбраться с родными, знакомыми. А блинчики покушали? Если да, то с какой начинкой? Вообще, какую начинку предпочитаете? Нет, к сожалению, сегодня блинчики мы не стряпали, но мне очень нравятся блинчики со сгущенкой, конечно же, с рисом, с мясом. Очень вкусно. Ну вот, отмечаем весну, начало весны. Вот даже с собой блины привезли. А блины у вас с какой начинкой самые любимые? Мясная. Ну вот здесь отмечаем с семьей. А вообще сами любите блинчики покушать? Люблю. А будете сегодня наедаться до отвала перед Великим постом? Нет, не буду. Я лучше шашлыки поем. Сборы фильма «Пугало» в российском прокате превысили 10 миллионов рублей. При этом почти половина суммы была собрана в первые выходные, в которые состоялась премьера с 25 по 28 февраля. В день премьеры кинолента собрала почти 880 тысяч рублей, а на предпродажах около 1 миллиона 200 тысяч рублей. За весь период проката «Пугало» на сегодняшний день кинопоказы посетили 32,5 тысячи зрителей в 31 кинотеатре страны. Также в прокате на сегодня находится еще один якутский фильм «Рядовой Черин» режиссера Дмитрия Кольцова. В первый уикенд с 11 по 14 марта кинолента собрала свыше 1 миллиона рублей. Международный день рек отмечается сегодня во многих странах. Праздник также носит название «Международный день действий в защиту рек, воды и жизни». Учрежден он в Бразилии в 1997 году на первой международной конференции против строительства крупных плотин по инициативе Американской экологической организации «Международная сеть рек». В конференции приняли участие экологические организации из 20 стран. Девизом дня стали слова «За реки, воду и жизнь». Усиление ветра прогнозируют синоптики 15 марта на территории 6 районов, расположенных на юго-западе и юге республики. В Алданском и Нерюнгринском районах ожидается снегопад, местами сильный, а скорость ветра в порывах будет достигать 18-23 метров в секунду. В Ленском, Алекминском, Мирнинском и Сунтарском районах ожидается порывистый ветер со скоростью до 15-17 метров в секунду. Также днем в центральных районах местами порывы ветра будут достигать 15-17 метров в секунду. На этом у меня вся информация. Мы продолжаем следить за развитием событий. Берегите себя, носите маски.